Татьяна Антипова. Ну, конечно, Виктора знают и в республике, и в России, и заочно давно я о нем знала, но познакомились мы с ним примерно год назад. Была я на его выставке, и все знают, что у него было очень много учеников. Наверное, я одна из последних его учениц. Мы не успели закончить курс в связи с моими командировками. Но вот весной, летом постоянно я к нему ходила на занятия. И бесконечно благодарна этому человеку, потому что он действительно очень многому меня научил, как и многих здесь присутствующих, наверное, и тех, кого нет сейчас здесь. Ему действительно было чем поделиться с другими людьми. Сегодня уже говорили, что и чувство юмора, и доброта его, и эрудированность, и неординарность, и талант. У него очень много было идей, многие идеи не успел воплотить. Он говорил, занимались мы с ним с утра до вечера буквально, да, вот. Я рисовала, он мне подсказывал, помогал, давал советы, и в течение всего дня он о чем-то рассказывал. Вот единственное, о чем жалею, что не включала диктофон и не записывала, потому что там были и знания, и его опыт по живописи, и его опыт по жизни, и советы мудрые, и идеи его. Он буквально недавно еще вот ездил, хотел переехать, планировался у него переезд, и он мечтал всегда об объединении творческих людей, чтобы они собирались все вместе, независимо от того, художники это, поэты, писатели, музыканты, чтобы всегда проводились эти встречи. И я думаю, что на каждой встрече таких вот творческих людей обязательно Виктора будет вспоминать добрыми, теплыми словами, потому что действительно есть о чем вспомнить. И очень много, придя в эту жизнь, он дал всем, с кем его жизнь соединяла. Спасибо. Кто еще желает? Давайте, подходите. Витя родился в Баку, учился в Махачкале, жил в Воркуте. Вот последний путь его здесь. А? Он родился в городе Худа, в Азербайджанской ССР, маленький городок, 16 тысяч жителей. Да, он был около Баку. Зовут меня Андрей Дюнин. С Виктором я познакомился 1,5 года тому назад. Что мне нравилось в Викторе? Он всегда был вольнодумцем, всегда был светлым человеком, ни перед кем не преклонял колени. Мне кажется, он для подрастающего поколения очень много сделал и оставил свой глубокий след в нашей истории. Спасибо ему за то, что он был, за то, что он будет в наших сердцах. Еще кто знает? Еще один эпизод из жизни Виктора. Когда мы журналисты, ветераны собирались, под Новый год один товарищ мне дал типа пятитысячных, ну, и это, прикола. Я говорю, Витя, я объявлю, что у нас евреи, то мы дам деньги, пачка пятитысячных. Я говорю, ты первым крикни. Только я сказал, среди наших братьев сразу 5 человек подняли, что они евреи. Я говорю, конечно, Витя говорит, ну ты сам у нас еврей из евреев, дай-ка тебе дам, нет, не всю пачку, полпачки, поскольку ты любишь путешествовать, тебе деньги нужны. Дал ему, толпа притихла. Потом мне Витя говорит, слушай, пока говорили, вот у меня настоящая пятитысячная купюра есть, говорит, покажи. Товарищи, может, вы не поверили, вот пятитысячная купюра, вот да, там взяли, да, все, значит, глаза раскрыли, и по сей день многие на меня обижены, что я именно Вите дал. А Витя говорит, да, Сугор мне действительно 5000 дал, сейчас вот съездил за рубеж. Витя всегда с юмором к этому относился. И вот такой чудный человек. Все сегодня говорят о нем, как действительно неординарный человек. Пожалуйста. Я Антонина Николаевна, Виктор наш очень давний друг, Якутинский, соратник мужа, коллега.
человек, ну, я бы сказала, возрожденческого таланта, разносторонности. Его неординарность пугала и многих отталкивала, но так не похож на не человек из толпы, и толпа не прощает непохожести. Я хочу пожелать, был вашим настоящим другом. Я хочу пожелать и прошу вас послать туда, это работает в реальности, послать ему желание того покоя, соразмерной той красоте, которую он оставил на этой земле.